Начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы идем, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать на очередном заседании Республиканского методического объединения учителей курса «Основы религиозных культур и светской этики» и учителей, преподающих, реализующих предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Два очень важных, стратегически, идеологически важных предмета. И, конечно, нам очень важно регулярно обсуждать актуальные вопросы, касающиеся реализации этих предметных областей. Сегодня хочу представиться Кальницкая Татьяна Сергеевна, заведующий Центром развития общего образования и социализации воспитания личности Института развития образования. Имею возможность доложить о повестке, о некоторых вопросах, касаемых этих двух предметных областей. И хочу также представить немножечко, попозже вступит в диалог иерей отец Владимир Ичоткин. Он является членом Координационного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми по ведению этих двух предметных областей. И, конечно, Ванна Цветановна Попова, методист Центра развития общего образования, непосредственно в настоящее время исполняет обязанности руководителя Республиканского методического объединения. Поэтому основное слово предоставляем сегодня Ванне Цветановне. И она нам осветит немножечко по повестке, и первый вопрос. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Хотелось бы мне сказать о том, что буквально сегодня закончился семинар, который был посвящен именно обобщению лучших практик и представлению опыта работы по основам религиозных культур и светской этики и основам духовно-нравственной культуры народов России. А также на прошлой неделе у нас завершились курсы, и в рамках этих курсов было проведено два модуля: «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». Сейчас у нас на базе города Воркута также реализуются данные курсы. И у нас методист Центра развития общего образования Безайна Анна Александровна реализует данную программу курсов повышения квалификации на базе школ города Воркута. Но хотелось бы, конечно, сказать вам сегодня о повестке нашего сегодняшнего собрания. Во-первых, мы должны выполнить план действий по оптимизации деятельности учителей РМО и по сопровождению комплексных курсов. Для этого Министерство образования предложила нам написать именно такой план, который бы мы смогли реализовать, конечно же, с помощью вас. И сегодня я хотела бы осветить именно все пункты данного плана. Также на повестке дня у нас сегодня регламент выбора модуля «Основ религиозных культур и светской этики». Несколько слов сегодня Татьяна Сергеевна скажет о результатах мониторинга, который был проведен у нас в Республике Коми. Очень важно то, что мы провели стефановские образовательные чтения, детские и юношеские. Об итогах этих чтений несколько слов тоже хотелось бы поделиться с вами. Также мы хотели бы показать сегодня на примере пособия, которое опубликовано и располагается на сайте Коми Республиканского института развития образования, в котором представлен и обобщен опыт учителей Республики Коми по основам религиозных культур и с интеграцией в неурочной деятельностью. Вот такой у нас сегодня план на повестке дня наших вопросов. И хотелось бы, конечно, сказать прежде всего о том плане действий по оптимизации деятельности. То, что мы сейчас, конечно, в поиске, изучаем лучшие практики, и то, что мы привлекаем к сотрудничеству педагогов из Республики Коми на различные наши мероприятия. Также анализируем деятельность всех школ по данному направлению работы. И для этого нам необходимо, конечно же, посещать уроки. Поэтому одним из пунктов плана по оптимизации деятельности учителей РУКСе мы считаем, что нам необходимо именно не только посещать уроки, но их анализировать и выстроить некий график по посещению данных занятий. Также в
в нашем плане мероприятий это привлечение учителей к участию в республиканских фестивалях. В данном случае у нас прошел фестиваль на базе города Ухта, это фестиваль «Кадетская честь». У нас уже тоже есть некоторые итоги, которые подведены методистом нашего центра, это Тамарой Александровной Чуткиной. То, что у нас на сегодняшний день мы привлекаем к участию в конкурсах, наверное, вы уже знаете о конкурсе «За нравственный подвиг учителя», и буквально осталось несколько дней до завершения принятия документов конкурсных материалов. Конечно же, это тоже один из способов активизации деятельности нашего методического объединения. Позволю себе тут вклиниться немножко. Да? Дело в том, что за нравственный подвиг учителя особенный конкурс, и здесь есть отдельная номинация для учителей этой предметной области. Звучит она так и звучит. Методическая разработка в рамках реализации предметной области ОДНКНР и курса ОРГСЭ. Поэтому действительно до 31 марта принимаем документы и обращаем ваше внимание на то, что необходимо регистрироваться, да, двойная регистрация здесь. Это на сайте института, раздел профессиональные конкурсы, и обязательно регистрация на федеральном портале конкурса. Все эти ссылки указаны в положении о конкурсе, поэтому если какие-то есть еще вопросы, обязательно звоните 286 011, добавочный 320 317. Все вопросы можете задать, и в том числе и по регистрации. Да, спасибо, Татьяна Сергеевна. И хотелось бы сказать о том, что в мае месяце нам предстоит серьезное очень мероприятие. Мы приглашаем всех к участию в Днях славянской письменности и культуры. Конечно, программа этих дней, она еще будет дополнительно на сайте института размещена. В любом случае, с опытом мы всех приглашаем, и обязательно лучшие практики, я думаю, должны прозвучать и в рамках этих мероприятий. И что касается наших пособий, мне бы, наверное, об этом уже в завершении придется рассказать, о том, какие публикации, какие методические сборники в рамках этого плана по активизации деятельности тоже имеются на сайте института. Поэтому следующий вопрос на повестке – это у нас регламент основ религиозной культуры и светской этики. Татьяна Сергеевна, пожалуйста. Благодарю. Мне нужно будет немножечко показать. Конечно, регламент выбора модуля, я думаю, что в основном уже уложились, да, и организационно, и содержательно в основном образовательные организации разобрали, что из себя представляет эта процедура выбора модуля, и в основном, да, какие-то большие вопросы уже решены. Тем не менее, то и дело возникают какие-то отдельные вопросы, и на координационном совете по реализации курса ОРГСЭ и предметной области ДНКНР, будем так их кратко называть, возникают вопросы, касающиеся именно выбора модуля. Кроме того, ежегодно реализуем федеральный мониторинг курса ОРГСЭ, и ежегодно получаем вопросы именно федерального уровня, именно касаемые организации выбора модуля. В настоящее время как раз, да, мы ведем свою трансляцию в то время, когда активно должна вестись образовательными организациями работа по организации выбора модуля. Поэтому мы считаем не лишним еще раз напомнить, да, о регламенте и предложить свою методическую, в том числе, помощь. На сайте института, Коми-Республиканского института развития образования ежегодно, вот уже 4-й год, мы открываем горячую линию по вопросам выбора модуля курса ОРГСЭ. На правой панели, да, есть отдельная вкладка, вот вы ее видите сейчас на экранах, и здесь мы предлагаем всем желающим, да, всем субъектам данного процесса, это педагогам, это руководителям образовательных организаций, это родителям, конечно же, задать интересующие вас вопросы, касаемые выбора модуля. Вы видите, да, что здесь есть окошечко сообщения, вы можете написать в свой вопрос, и на указанный в нужном поле адрес придет ответ с
с необходимой информацией. Кроме того, здесь мы напоминаем вам, да, предоставляем тот самый регламент. Он утвержден приказом Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми. В 2016 году утвержден этот регламент, он составлен на основе федеральных рекомендаций. Поэтому данный приказ еще раз мы вам предоставляем. И также, обратите внимание, мы даем ссылку на сайт, на раздел сайта Министерства образования, в котором саккумулирована вся необходимая нормативная документация, касаемая этих двух предметных областей. Два слова расскажу все-таки о регламенте, потому что более подробно о собраниях, о процедуре проведения собраний расскажет отец Владимир. Здесь очень важны три момента. Это организация, то есть процедура выбора, да, то есть как она организована. Это предварительный этап, этап информирования, он обязательно должен быть всеми доступными средствами. Родители должны быть проинформированы о курсе в целом и о каждом модуле. Будет ли эта информация на сайте, информация на родительских собраниях, информация в буклетах, каких-то раздаточных материалах, информация на стендах, раздаточный какой-то материал, да? Все на выбор образовательной организации. Но предварительный этап – это февраль, может быть, да, март. Это информирование родителей о содержании каждого модуля и о назначении курса в целом. До сих пор мы имеем, в общем-то, такое отношение к данному курсу, как нечто непонятному, да, зачем он нужен, что там будет, да, и некое такое, может быть, даже отношение из-за именно незнания того, что это за курс. А я повторю, что он идеологически важен. Это предварительное информирование. Второе – это, собственно, проведение родительских собраний. Родительские собрания проводятся в два этапа. Это общие родительские собрания и далее родительские собрания по классам, да? И уже, собственно, написание заявления. И третий заключительный этап – это направление информации в управление образования, аккумулирование ее. Почему это важно? Дело в том, что курс, вы знаете, сложный в том плане, что модули должны быть обеспечены, во-первых, кадрами, во-вторых, учебно-методической литературой. Чем раньше управление образования получит достоверные сведения о выборе модуля, тем раньше они смогут обучить своих педагогов и задаться вопросом об обеспечении учебниками, да, соответствующего модуля. А учебники – это такой достаточно обсуждаемый вопрос, поэтому заключительный этап должен быть также организован достаточно четко. И мы понимаем, что регламентом допускается, помним, да, что пересмотр выбора модуля родителями, такая процедура тоже возможна, она предусмотрена. Ну, как правило, показывает практика, что эти случаи единичны, да, и пересмотр выбора модуля, ну, действительно, это не массовое явление. Вот все, что касается вопроса по регламенту выбора модуля, мы готовы принимать вопросы и отвечать на них. Да? А далее, наверное, мы предоставим слово, да, отцу Владимиру уже, собственно, по методике проведения собрания. Напоминаем о том, что регламентом, тем же самым регламентом, который в приказом утвержден Министерство образования, указано, что данные собрания посещают изъявившие желание представители религиозных организаций. И наша епархия, Сыктывкарская и Воркутинская епархия достаточно активны в этом плане, да, и активно посещают родительские собрания. У них есть некоторая, да, информация по поводу этого процесса. Добрый день, коллеги. С 2012 года происходит выбор учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики». В этом году 7 лет
божественная полнота 7 лет. Вот, и можно уже и подвести итоги. Но с чего бы я хотел начать? Для чего был введен курс? Для того, чтобы дети получили знания о том, в какой духовной, религиозной традиции живет семья, и он воспитывается. И исходили из следующего, что у нас 4 централизованные церковные организации, которые, значит, представляют из себя православие, ислам, иудаизм и буддизм. Вот. Исходя из этого, вот эти 4 модуля, первые, модули основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы мусульманской культуры, значит, основы буддийской культуры. И когда разрабатывался этот курс, задались вопросом, а что же делать тогда родителям и семьям, и дети, которые не относят к себе к этим 4 религиозным традициям. Ну, это католики, значит, протестанты, англикане, значит, всевозможные секты. Ведь у родителей сектантов тоже есть дети, они тоже учатся в школе. И у них должен быть тоже какой-то выбор. Поэтому был 5-м модулем введен курс модуль основы мировых религиозных культур. Ну и задались вопросом, а что же делать тем, которые, значит, ведут атеистический образ жизни и не относятся к никакой религиозной культуре, ну, отвергают Бога вообще по существу. Вот для этой категории родителей и их детей был введен курс модуль светской этики. Вот их 6. Вот. И когда вводился регламент, исходили из того, что представители вот этих 4 централизованных церковных организаций могут направлять своих представителей на собрания. Другие религиозные организации уже не направляют. Ни католики, ни протестанты, ни лютеране. Только 4 централизованные религиозные организации. Русская православная церковь, мусульманская, значит, централизованная организация, иудейская и буддийская. Как мы действуем? Ну, прошло 6 лет, вот сейчас собрания проходят в школах 7-й раз, и в соответствии с регламентом собрание проводится 2 месяца, март, апрель. Вот март завершается, у меня сведения по Сыктывкару на сегодняшний день. Собрание проходит в соответствии с регламентом, особых нарушений нет. Хотя я, конечно, в дальнейшем скажу, какие нарушения имеются при проведении собраний. Откуда у нас сведения о датах проведения собраний? У нас подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством образования, о Сыктывкарской епархии, также с управлением образования города Сыктывкара и с большинством управлений образований муниципалитетов, на территориях которых вот расположена Сыктывкарская епархия. Вот. Мы получаем график собраний, значит, распределяем священников, издается указ архиерея, вот, соответствующий благочинные несут ответственность за участие священников в собраниях в муниципалитетах. Ну, а в целом работу координирую я как руководитель отдела религиозного образования и катехизации. В целом регламент соблюдается. Мы уже к этому пришли. Конечно, были в начале накладки, собрания проводились по классам, священник должен был бегать. И представьте, 5-6 классов, да? И в одно время назначается собрание, священник должен, значит, успеть. Но, естественно, он ничего не успевал, или он только в 1-2 классах выступал, и больше он ничего не мог сказать. Мы это замечание ставили несколько раз, наконец все пришло в соответствие. Значит, проводится общее собрание родителей 3 классов, затем в соответствии с регламентом родители идут в классы, им дают заявление, и они, значит, осуществляют выбор. Вот. Теперь я хотел бы сказать, какие имеются нарушения.
Ну, вот с прошлого года появилось новшество. Значит, в городе Ухте проводят общегородское собрание. Значит, ну, если ради информирования, пожалуйста, проводите. Но общее собрание школы для учащихся третьих классов должно проводиться. Оно прописано в регламенте. Оно обязательно. Потому что мы, присутствуя на этих собраниях, можем контролировать, сколько родителей пришло на собрание. Потому что практика прежних лет была такова: 5 классов, объявления дают в 2 классах. Вот. На общее собрание приходят родители, ну вот из 150, да, если 5 классов, из 150, 50 человек. Вот. Это мы сразу видим о том, что родители других параллельных классов не были предупреждены о том, что будет проводиться, информированы о том, что будет проводиться общее собрание. Ну, вроде бы это все изжили мы, теперь мы этот вопрос контролируем, мы знаем, сколько классов в школе, сколько учащихся, ну, естественно, можем контролировать, сколько будет родителей. На общем собрании выступают представители школы, которые рассказывают о том, как будет преподаваться модули, эти 6 модулей, доводят информацию о содержании этих модулей, говорят о том, что какой у них в прошлом году выбор, и кто преподавал, и сколько у них преподавателей, значит, по тому или иному модулю. Но должен сказать, что выбор происходит между 2 модулями. В основном это основа православной культуры, светская этика, и небольшой рост наблюдается за модулем основы мировых религиозных культур. Но мы знаем, почему рост начался, потому что в школах появилась определенная конкуренция за часы, так как для того, чтобы зарплата учителя соответствовала средней по промышленности региона, необходимо, чтобы у учителя было энное количество часов. Поэтому вот, как бы началась и борьба за часы, которые можно читать по курсу основы религиозной культуры и светской этики. И учителя истории подключились, и они, значит, как бы решают свои проблемы за счет того, что вот растет курс, выбор по курсу основы религиозной культуры, основы мировых религиозных культур. Самое распространенное нарушение при выборе происходит не в процессе доведения информации, а после того, как родители идут по классам, где им выдают бюллетени, и вот здесь начинается уже следующее нарушение. Класс и руководитель, если она хочет, чтобы выбор был в ту или иную, в пользу того иного модуля, она может говорить о том, что я в прошлом году преподавала светскую этику, я прошла переподготовку по светской этике, модуль очень хороший, дети хорошо учатся, понимают, значит, хоть и этот курс безоценочный, но авторитет классного руководителя значит, на родителей, ну, естественно, как порекомендует классный руководитель, такой будет в основном выбор. Есть, конечно, единицы родителей, которые стоят вот на позициях православия, они говорят: нет, мы все равно выберем, значит, основу православной культуры. Ну, их бывает небольшое количество человек. Вот. Ну, допустим, если их 5-6 человек, то есть возможность еще изменить в этот выбор, потому что перед началом учебного года в сентябре месяце родителям позволяется переписать свое заявление и уточнить. Ну, если есть рекомендация о том, что мы 6 человекам преподавать не будем, естественно, эти заявления переписываются в пользу другого модуля. Вот мы считаем, что это недопустимо, потому что родители всю информацию получают на общем собрании, как от администрации образовательной организации,
так и от присутствующих на собрании религиозных представителей. Вот. Но в основном, я говорю еще раз, представлен только Сыктывкарская епархия. Другие конфессии, они не интересуются этим вопросом. И выбор у них по статистике прошлых лет это 1/100 по всем остальным централизованным организациям. Это иудаизм, значит, буддизм и ислам. Вот. Мы хотели бы, чтобы все-таки руководство школ, образовательных организаций как-то осуществляло контроль, и чтобы авторитет классного руководителя или другого преподавателя, который он ранее преподавал тот или иной модуль, не являлся основанием для того, чтобы родители меняли свои решения. Вот сейчас на слуху всех десятилетий бомбардировок Югославии, да? Вот. Косово, Метохия. Метохия это вообще, значит, сербский Иерусалим, так называемая территория. Вот. А сербы ее потеряли. Потому что забыли о том, что ребенок должен получать знания. Поэтому этот курс и был введен распоряжением президента, постановлением правительства Российской Федерации был, для того, чтобы ребенок мог получить знания о том, в какой духовной традиции живет его семья, и он воспитывается. И вот задаешь вопрос родителям на общем собрании. Значит, просто можно так спросить их: поднимите, пожалуйста, у кого не крещены дети? В православной вере. Поднимает единица, значит, а все остальные дети крещены в православной вере. Раз они крещены в православной вере, родители, принимая за них решение, когда они их крестили, они исходили из чего? Потому что в этой традиции живет эта семья. И их крестили, и их деды, и прадеды, и бабушки, и прабабушки были крещены в православной вере. Они живут в этой традиции. Они празднуют Рождество Христово, Крещение Господне, Пасху, освящают веточки верб, значит. И ребенок этим живет. Но учащийся 3 класса, он переходит в 4 класс, он переходит в новую возрастную группу. Значит, и у него возникают вопросы: кто я, почему? Даже вопрос: почему меня крестили? Вот ему уже в школе говорят о том, что ты ребенок, у тебя есть права ребенка. Но у него никто не спросил, его крестили. Вот. Почему мы празднуем эти праздники? Почему мы живем вот в этой традиции? Да? Он не знает, и родители ему не могут объяснить, потому что когда они учились в школе, они не получили эти знания. И это очень важно, чтобы мы не повторили значит, этот горький опыт Сербии, потому что с востока нас поджимает Китай со своим населением, с другой стороны нас поджимает вопрос, тот провал демографический, который произошел, и у нас катастрофически не хватает рабочих рук. Поэтому был и поднят пенсионный возраст, но он не решит эту проблему. И мы вынуждены будем привлекать рабочих, трудовые руки из среднеазиатских республик. Потому что мы свой потенциал уже использовали. Значит, все, кто мог приехать из прибалтийских стран, из других русскоязычное население, они уже здесь находятся. Значит, приедут люди с другой традицией, это традиция мусульманства, которые, значит, будут жить по своим традициям, своим законам. И постепенно наша страна повторит опыты, то есть эту участь, значит, Косово и Метохии, значит, Сербии. Вот чтобы этого не произошло, мы должны понимать, и руководство школ должно понимать, и руководство управления образованием, они же осуществляют функцию управления, чтобы этот процесс не шел сам по себе. Есть какой-то там курс ОРКС, всего, значит,
раз в год в 4 классе, 34 часа, вот. Ну и что? Получат они светскую этику, значит, самое. Подумай, что они не изучали свою традиционную, значит, те корни своей духовной рации, в которых живет семья и он, вот. И ничего это не изменит. А это очень изменит, потому что вот как раз 4 класс, и те знания, которые ребенок может получить при изучении модуля основ православной культуры, потому что семья живет в этой традиции. Вот это как семя, посеянное в нем, оно потом прорастет и даст плод. И у нас ведь засилье сект, и он не станет адептом той или иной секты, потому что семя в него будет посеяно в школе. Спасибо за внимание. Я на этом заканчиваю. Спасибо, батюшка. Следующий вопрос у нас Татьяна Сергеевна Кальницкая. О результатах мониторинга по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры, светской этики». Так, уважаемые коллеги, я прошу немного времени подготовиться. Открываю презентацию. В 2018 году проводился мониторинг. Вы знаете, да, что ежегодно мы этот мониторинг проводим. В прошлом году мониторинг происходил 2 этапа. Дело в том, что мы подстраиваемся реализуем мониторинг в соответствии с федеральным мониторингом. Это не тот. С федеральным мониторингом, и он происходил в 2 этапа. Первый был в мае-июне 2018 года, и второй этап, более основной, да, скажем так, происходил в октябре, ноябре, и в декабре мы подводили итоги. Аналитическая справка, которую вы здесь видите, да, на экранах, размещена на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность. Мониторинги». А сегодня, и вы видите, да, этот документ достаточно обширный, очень много вопросов, да, было достаточно разносторонние. Хотелось бы остановиться на некоторых лишь только итогах, да, не на всех. На некоторых итогах, видите, исследованы, да, задавались вопросы руководителям образовательных организаций, а также обучающимся 4-5 классах, также задействованы были родители и педагоги. Извините, вопрос? Где смотреть? Вы говорите, смотрите. Дело в том, что мы проводим вебинар, да, поэтому те, кто смотрит вебинар, они видят это на своих экранах. Можно будет также зайти, зарегистрироваться и эту информацию увидеть. Были проведены анкеты-опросники для руководителей, как я уже сказала, для классных руководителей, для обучающихся, для учителей. Итак, какие основные общие сведения мы получили? Опрошено было большое количество участников. Это более 20 тысяч человек опрошены, в том числе, да, 320 руководителей, преподавателей и так далее, обучающихся 4-5 классов. Общее количество школ, которые приняли в мониторинге, 320, из них 10 государственных образовательных организаций. Конечно же, нас интересовали вопросы, и в первую очередь мы анализировали анкеты, которые заполняли директора школ. В этом году, наверное, впервые мониторинг был организован напрямую с руководителями образовательных организаций, скажем так, минуя управление образования. И мы хотим сказать, что этот опыт нас не очень порадовал, потому что, обрабатывая анкеты, обрабатывая статистические данные, мы обратили внимание на
недостаточно качественное заполнение этих самых электронных анкет. То есть происходил дубляж информации. Далее, некоторые образовательные организации по нескольку раз заполняли одни и те же графы, да, и анкеты, что свидетельствует о, может быть, о недостаточно внимательном отношении к данному мониторингу. Поэтому, обращаясь напрямую к руководителям образовательных организаций, да, обратить внимание в дальнейшем именно на процедуру заполнения электронных анкет. Это очень важно, и именно эта статистическая информация далее обрабатывается, и на ее основе мы делаем те или иные выводы. Поэтому в данный момент, да, мы анализируем вот то, что мы получили от образовательных организаций. Выбор модуля. Конечно же, интересовал выбор модуля в 2018-2019 учебном годах, и процентное соотношение таково. 61,5% это основы светской этики, основу православной культуры 33,7%, и далее распределяются по ниспадающей по остальным модулям выбор. Да. Конечно, то, о чем говорит отец Владимир, да, Сыктывкарской и Воркутинской епархии ратуют за то, чтобы в рамках курса ОРГСЭ транслировалась традиционная российская культура, основу которой составляет православное мировоззрение. Да, и мы видим, что здесь по сравнению с предыдущим учебным годом все-таки есть определенный рост, и он радует. Да. Далее мы видим распределение по каждому из муниципалитетов, каким образом распределялся данный выбор. Далее, какой большой блок нас интересует? Это организация выбора модуля курса ОРГСЭ, то есть каким образом этот выбор был организован в прошлом году. И здесь мы получили тоже интересные результаты, каким образом информируются родители. Значит, от учителей начальных классов 75% получают информацию, от других учителей, преподавателей модуля курса ОРГСЭ 78%, от администрации школы, и самый низкий процент на сайте управления образования, и от представителей конфессий 22%. А по половине процента, значит, памятки для родителей совершенно не используются, информационные листы и сайты управления образования, муниципальных образований, да, то есть не задействованы, да, в информировании. Далее, опять же, идем по регламенту выбора модуля. Какое количество модулей были предложены на родительском собрании? Мы напоминаем, что в соответствии с регламентом должно быть предложено 6 модулей, да, родителям. Так вот, 6 модулей предложено было, по мнению родителей, только в 85%. То есть здесь имеется некоторое нарушение регламента. Напоминаю, что мы должны с вами представить все 6 модулей, предложить на выбор. Далее здесь следуют такие данные, как количество обучающихся, перешедших с одного модуля на другой. Я уже говорила, что эта цифра невелика. Мы исследовали причины перехода с одного модуля на другой, почему так происходит. И, конечно, очень важный вопрос, который нас интересовал, это обеспеченность курса ОРГСЭ учебниками и учебными пособиями. В целом по республике не испытывают проблем с учебниками 75% школ. Испытывают проблемы с учебниками, соответственно, 25%. Из них 22% решают проблему с приобретением учебников. И остались очень остро нуждающимися в учебниках 2,1% школ. Далее представлен список этих школ, да, тех, которые в предыдущем учебном, вернее, в этом учебном году остались без учебников курса ОРГСЭ. Это, конечно же, тоже есть такой момент тревожный, да, проблемный, я бы сказала. Каким образом решают данную проблему с учебниками, здесь описано. Далее возникает вопрос с наличием
полного учебно-методического комплекта в образовательной организации. Да, как правило, это книга, значит, учебник, да, всего лишь 28% школ имеют рабочие тетради по курсу ОРГСЭ. Методическое пособие для учителя 78%, то есть 32% не имеют методического пособия для учителя. Книгу для учителя и книгу для родителей не имеют также 78%. Напоминаем о том, что особенность курса состоит также в том, что она имеет тесную связь с родителями, да, и много в содержании предмета этого отводится на взаимодействие родителя и ученика и педагога, да, то есть это особенно подготовка итогового проекта, это отдельный труд, да, который, конечно же, привлекает, да, должны быть родители в том числе. Ну, поэтому приветствуется иметь и такие комплекты УМК, которые предназначены для родителей. Далее представлена таблица по затруднениям, по дефициту, да, учебно-методических комплектов. И далее, конечно, нас интересует разрез УМК по издательствам, то есть какое количество более представлено. И эту информацию ежегодно Федеральный центр запрашивает, потому что они очень тесно работают с федеральными издательствами. И также мы знаем, да, что качество учебников, оно у разных издателей немножко разнится, да, то есть по содержанию немножко разнятся. Поэтому здесь вот вы видите, какой разрез по наличию в образовательных организациях от различных издательств. Конечно, необходимо использовать в учебном процессе и словари, справочники, да, мы знаем, что здесь встречаются специфические термины, которые не всегда даже учитель может сам объяснить, да, вот так вот сходу, поэтому книги, учебно-наглядные пособия и интернет. 100% школ используют в реализации этого курса ресурсы интернета. Далее, задавали мы вопрос о количестве приобретенных учебников по курсу ОРГСЭ, и вы видите, да, основные учебники, которые в федеральном перечне присутствуют, значит, в целом 650, да, один учебник из перечня, которые вот мы здесь видим, представляют, есть в наличии, да, в образовательных организациях. Мы видим здесь вот разрез. Далее нас интересуют так называемые новые учебники. Новые учебники, которые недавно вошли в перечень, и как дела обстоят с этими новыми учебниками, насколько они приобретены. Вот мы видим, что, значит, лидирует здесь учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы светской этики», 4 класс, Студеникин, «Русское слово», издательство. Может быть, коснемся еще этого вопроса. К нам приезжает автор учебника по основам православной культуры, а также по основам духовно-нравственной культуры народов России Ольга Леонидовна Ленушкина-Веченя. Сроки у нас какие, Иван Стан? 4-5 апреля. Мы ожидаем ее визит и собираем, да, предлагаем вам принять участие в курсах повышения квалификации непосредственно с автором учебника. Этот учебник также находится размещен, да, введен в федеральный перечень учебников по данным предметным областям, поэтому приглашаем к участию. Стоимость здесь снижена за счет того, что, значит, автора к нам направляет издательство. Далее, количество учебников по основам православной культуры. Нас интересовал разрез по модулям. Да, вы видите, что здесь, конечно, так же как процент выбора модуля, превалируют, да, новые учебники
по светской этике, по модулю светская этика, да. Кроме того, мы информируем, может быть, напоминаем, может быть, с благодарностью об этом говорим, о том, что Сыктывкарская епархия ежегодно участвует в помощи образовательным организациям в приобретении учебников. И вот как раз тот самый комплект Студеникина, учебники Студеникина, издательство «Русское слово», а также автора Ольги Леонидовны Юшкевичени, значит, были приобретены более 300 экземпляров, приобретены Сыктывкарской епархией в прошлом году и в позапрошлом году. Поэтому есть возможность также обращаться напрямую к епархии, вот есть такая возможность. И, конечно, нас интересует вопрос о повышении квалификации. Повышение квалификации – это очень важный вопрос. Мы знаем, что в соответствии с нормативами учитель обязан пройти по курсу повышения квалификации по модулю, либо по курсу в целом, до того, прежде чем приступить к его реализации. Поэтому, как только будут организован выбор модуля, Управление образования получает эти цифры и организует повышение квалификации учителей, да, каждые 3 года учителя должны повышать квалификацию по данному модулю. Институт развития образования заявки принимает. Эти курсы мы готовы организовать и в конце учебного года, да, то есть это май, июнь, при необходимости и в сентябре внеплановые курсы повышения квалификации также организуем. Поэтому заявки на кафедру общего образования в свободной форме в виде телефонных звонков принимаются. Вот, мы видим, что в целом прошли повышение квалификации, вот в данном случае, да, 85%, 15%, в среднем значит, 17% прошли повторное повышение квалификации. То есть здесь есть некое такое нарушение, да, и здесь нужно выяснять, очень внимательно отнестись к этим цифрам, да, все-таки да, повышение квалификации обязательно должно быть, и мы с этими цифрами работаем. Ну, далее здесь идут вопросы для учеников. Традиционно они очень высоко оценивают значимость курса, как правило, говорят о том, что курс интересный, что много полезного они узнают и так далее. Какие профессиональные затруднения отмечают учителя при реализации курса ОРКС? Это, конечно, говорят о нехватке учебников, но это в меньшей степени, всего 4%. Чаще всего говорят о недостаточном количестве методических материалов. Ну вот по методическим материалам Анна Цветановна сегодня осветит немного этот вопрос. Кроме того, Институт развития образования обладает большим количеством методических материалов в печатном виде, и мы принимаем заявки на их, в общем-то, печать, да, поэтому в раздел ресурсы Анна Цветановна сегодня осветит, покажет, где и какие материалы можно получить. Далее, такую трудность, как восприятие материалов школьниками, отмечают 13% педагогов. То есть, мы с вами думаем, да, почему, что означает трудность восприятия материала. Это значит, что мы его таким образом подаем, что его трудно воспринимать. Да? Мы думаем, почему это происходит. Мы, может быть, недостаточно объясняем термины. Особенно, вот когда некоторые педагоги говорят о том, что вот я немножко, может быть, сомневаюсь, да, выбирать ли мне модуль основы православной культуры, все-таки там специализированные термины, да, и насколько я смогу раскрыть, да? То здесь, конечно, курсы повышения квалификации и дистанционные в том числе, они должны помогать вам, да. Недостаточность демонстрационного материала – это 17% целых, да, отмечают педагоги, что имеется в виду. Недостаточность таблиц, да, вот кроме учебника что-то еще должно быть, да, каких-то карт, каких-то репродукций, еще. Технические средства, да, будем говорить, что качество интернет-ресурса и вообще качество интернета в каждой школе абсолютно своеобразное, да, то есть здесь и без доступа, да, к качественному интернету, быстрому интернету, здесь, в общем-то,
нужно думать, да, каким образом восполнять этот пробел. Ну, также существует такая проблема, как недостаточность теоретической подготовки, необходимость использования устаревших учебников. Вообще по учебникам хотим сказать, что вообще в целом учебников почти в 2 раза больше, чем, ну, в 1,5 раза точно, чем обучающихся по данному курсу. Но вопрос учебниками всегда стоит, потому что есть так называемые учебники еще предыдущих периодов 2009 года, которые были закуплены массово, и в данный момент они лежат и числятся на балансе школ, да, образовательных организаций, но фактически не используются. Такой момент тоже есть. Но тем не менее, да, постепенное обновление фонда литературы учебной идет. Далее здесь представлены причины профессиональных затруднений, да, и участие в работе методического объединения учителей РКСМ. Почему Ванда Цветановна в начале нашего заседания озвучила тот самый план популяризации, да, план активизации работы Республиканского методического объединения? На основе того же самого исследования мы выяснили, что всего по Республике Коми участвует в работе методического объединения на уровне республики 7%. Ой, 0,7% учителей. Это катастрофически мало. Да, и мы для себя берем именно ту самую задачу, да, чтобы активизировать. Хорошая цифра на уровне муниципалитета участвуют в объединениях профессиональных, да, методических объединениях 31%. То есть это хорошая достаточно цифра, но она может быть больше. Поэтому, уважаемые коллеги, приглашаем вас к участию в работе Республиканского методического объединения. Для этого нужно пройти регистрацию на портале «Открытое образование Республики Коми». Я вам покажу. Да, мы выходим, можно выйти через сайт Института развития образования. Можно в поисковой строке набираем Коми, значит, открытое образование в Республике Коми, образовательный портал. Мы выходим, значит, работа с республиканскими методическими объединениями идет именно через этот портал. Открываем и во вкладке «Педагогам», да, первая закладка — это республиканские методические объединения. Здесь вы видите, выпадает списком все республиканские методические объединения. Мы выбираем, вот здесь на главной странице РМО есть две кнопки: регистрация РМО, регистрация ММО. Мы регистрируемся в РМО, нажимаем синюю кнопку и проходим регистрацию. С этого момента вы будете получать все материалы на тот электронный адрес, который вы указываете. Да, а также приглашения, информационные письма для участия на вебинары и так далее, а также все материалы, которые выкладываются по итогам каждого заседания. Приглашаем вас к сотрудничеству. Вот основные, далеко не все, да, но основные моменты, которые по мониторингу хотела бы вам представить. Также, значит, приглашаю вас на сайт наш, где полная версия аналитической справки по итогам мониторинга республиканского размещена. Благодарю вас за внимание. Передаю слово Ванде Цветановне. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Ну и сейчас мы снова выходим на наш сайт. И хочу показать вам путь, каким образом нам посмотреть именно то методическое пособие, которое сейчас опубликовано и является опытом многих педагогов Республики Коми. Участники курсов повышения квалификации в основном это. Значит, вы видите на баннере самый вот такой вот на переднем плане — это ресурсы, закладочку такую. Дальше выходят вам информационные ресурсы и с левой стороны издание института. Нажимаем на издание института, получаем несколько вкладок. Печатные издания. Среди печатных изданий есть очень много сборников, которые продаются у нас в редакционно-издательском отделе в институте. Это те печатные издания, которые тоже в течение нескольких лет были изданы и
на бумажных носителях вы можете их приобрести. Что касается электронных ресурсов, это вот я зашла на электронные ресурсы, и самый такой вот первый сборник, который сейчас там, а он, можно сказать, последний, поэтому он сейчас стал первым, так и называется «Навстречу добру и любви. Методический сборник занятий с обучающимися начальной школы по курсу основы религиозных культур и светской этики». Здесь выходит вклад, такой вот, можно нажать, и мы выходим на сам сборник. Значит, на кнопочку нажали, и нам вышел этот сборник «Навстречу добру и любви». Хочу сказать, что эпиграфом к этому сборнику стали такие слова. Родина ведь не только место рождения, это еще и внутренняя энергия, и душевное состояние, это в конце концов судьба человека. Родину мы не выбираем и любим ее, потому что зовется она Отечеством и Матерью. Поэтому для каждого человека это святые понятия. И данный сборник, он структурировался в соответствии с теми базовыми национальными ценностями, которые называются Отечество, семья и отечественная культурная традиция. И в этом сборнике, он является не только сборником публикаций учителей, но это еще и методический сборник. В нем выстроена некая методология содержания данного курса, тех целевых ориентиров, тех результатов деятельности. И федеральный государственный образовательный стандарт нам указывает на именно достижение тех результатов, которые здесь обозначены. Мы говорим о достижении личностных, метапредметных и предметных результатах. Также у нас есть целый блок, это занятия по внеурочной деятельности. И вот когда я открываю содержание, перед нами прямо есть конспекты, которые так и называются «Россия – наша Родина». Это те темы, которые непосредственно есть в каждом модуле нашего курса. Также есть занятия «Защита Отечества». И также мы здесь говорим о занятиях по теме «Семья». Семья – это род, прежде всего, да, на что мы обращаем внимание, и конспект занятия «Сердце матери». Также у нас по основам светской этики есть такие темы, и они здесь тоже обозначены. Это свобода и моральный выбор, стыд, вина, извинения, совесть – показатель душевной чистоты, дружба, нравственный поступок. И по православной культуре это православное учение о человеке, взгляд на мир светский, религиозный, милосердие и сострадание, моральный долг, икона, не совсем обычный урок и совесть. То есть мы не стали структурировать именно по тем аспектам, как урок по православной культуре. Понятное дело, что многие занятия, они перекликаются, и они интегрируются, и они взаимосвязаны по логике содержательной идеи. Поэтому многие занятия они именно в процессе курса разработаны, в процессе именно нашей с вами совместной творческой деятельности на курсах повышения квалификации. Мне хотелось бы поблагодарить всех педагогов за активное участие в курсах. В течение 2 недель мы работали над этими конспектами. Мы пытались именно ставить цели, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам. Мы ориентировались на результаты метапредметные, личностные и предметные. Также мы пытались структурировать занятия соответственно либо выбранной технологии, либо же в контексте деятельностного подхода. То есть структурные элементы занятий у нас либо соответствуют деятельностному типу организации деятельности и встроены в технологическую карту. Но опять же это не важно, на самом деле, не технологическая карта ради технологической карты, а именно чтобы понять, каким образом выстроить логику занятия, каким образом прийти к результату и каким образом определить именно те виды деятельности, которые определяет учитель, и какие виды деятельности осуществляет ребенок на занятии. И вот в этом плане мы, конечно, старались с педагогами работать. Ну, для нас очень важна была не только методика и технология, но и само содержание. Поэтому мы ориентировались на тексты святоотеческой литературы, связывали занятия с житием святых. Здесь вот вы видите исторические некоторые справки в приложениях к конспектам занятий об Илье Муромце, об Александре Невском, о Дмитрии Донском, о Минине Пожарском.
и о других исторических людях, исторических деятелях, которые тоже имеют место быть, и дети должны о них знать. Иногда это подвиг служения Отечеству, иногда это подвиг служения своей семье, это моральный долг, моральный выбор и так далее. Хотелось бы, конечно, всех перечислить сегодня, всех педагогов, которые вошли в перечень данного сборника, именно как основные разработчики, как участники, как составители, как авторы. Но, к сожалению, сегодня, наше время уже истекает, и мне нужно перейти еще к одному вопросу, осветить его очень кратко, и потом, может быть, уже мы с вами после видеоконференц-связи мы уже побеседуем с теми коллегами, которые пришли к нам непосредственно наверняка со своими какими-то вопросами и задачами. Я вас всех благодарю и хочу приступить к освещению следующего вопроса. Мы заявили, что мы будем говорить о результатах проведения стефановских образовательных чтений с Тамарой Александровной Четкиной. К сожалению, Тамары Александровны сейчас нету, поэтому мне очень кратко предоставилась такая возможность изложить самую такую информацию, которая, может быть, тревожит нас. С одной стороны радует, с другой стороны тревожит. Радует то, что у нас в этом году участников стефановских чтений достаточно много, более 100 человек, то есть практически на пленарное заседание мы не имели такой возможности уместить всех желающих. После того, как наши уважаемые участники, а это были и ребята, и родители, и педагоги, те, кто сопровождали детей, на самом деле было очень трудно разместиться в наших небольших аудиториях. С одной стороны, конечно, радует, что такое огромное желание выступать, а с другой стороны, конечно, есть определенное неудобство. Еще один такой очень важный момент. Мне бы хотелось сказать конкретно о своей секции. Моя секция была посвящена проектам, разработанным в рамках курса «Основ религиозной культуры и светской этики». Мы знаем, что итоговым проектом это является именно сообщение ребенка, которое он готовил на протяжении, может быть, четверти, а может быть даже и полугодия над какой-то темой исследовательской работы. Он работал вместе с учителем, с родителями. И регламент стефановских чтений, конечно, это 7 минут. Но 7 минут мы предполагаем, конечно, что это, наверное, все-таки мы задали много времени, потому что не ограничились многие ребята 7 минутами. То есть это было очень достаточно сложно выслушать ученикам начальных классов друг друга. Тем более, что не все говорили своими словами, многие старались читать. И поэтому в следующем году мы, наверное, уже более жесткие условия поставим, чтобы это был некий регламент, может быть, 4 минуты, сократим до минимума и, конечно же, предложим педагогам поработать над тем, чтобы дети говорили, а не читали свои доклады. И очень важным моментом это был такой момент, когда мы видели, что некоторые дети самостоятельно разрабатывали свои проекты, а в некоторые ребенок буквально включался и иногда даже не мог прочитать то, что там написано вот именно так, как хотелось бы, чтобы это звучало на конференции республиканского уровня. Это наши пожелания. Конечно же, в адрес нас, возможно, среди родителей, среди педагогов тоже очень много различных пожеланий. Мы готовы их выслушать. Мы всегда воспринимаем критику как возможность для того, чтобы нам эти ошибки в дальнейшем, может быть, не совершать как организаторам. Мы очень бы хотели, чтобы уже вы познакомились с тем приказом, с итоговым, который у нас уже сейчас в процессе работы. Но, к сожалению, его сейчас вот у меня нету, Тамара Александровна не подошла. Я думаю, что в ближайшее время этот приказ выйдет и на сайте института и Министерства образования. Этот приказ вы сможете изучить, прочитать. И надеюсь, что те итоги стефановских чтений обязательно дойдут до вас, как участников. Но, к сожалению, всем первые места дать невозможно. Борьба, конечно, была определенная за первое место, а хотелось бы, чтобы борьба была не за участие, а за то, что мы хотим донести до наших участников. То есть то содержание, тот духовный опыт, тот личный вклад, тот багаж, который все-таки является несомненным достоянием.
И это очень важный такой стимул к развитию, к, может быть, даже соработничеству, сотрудничеству, можно еще так выразиться. И это, конечно, должен быть самым главным результатом наших республиканских мероприятий. Ну вот, уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание и с вами прощаемся. Всего вам доброго. Уважаемые коллеги, которые здесь присутствуют.